Научный парк. Привет, дорогие друзья! Сегодня я хочу поговорить с вами про цифровой детокс, вернее, про наш опыт. Телевизора как такового в моей жизни нет 2005 года, как только я вышла за порог родительского дома. И потом, за исключением последних 5 лет, когда мы жили в Якутске, у нас был телевизор, но без телевидения, Smart TV, и мы пользовались только подпиской Иви, то есть без рекламы. Что касается телефонов, телефоны у детей наших появились только в прошлом летом, и то осенью мы уже заметили, как на них влияют эти гаджеты. Они стали очень раздражительными, совсем не играли, не придумывали свои игры, которые раньше до этого играли. Поэтому мы решили немножко ограничить. Первым шагом послужило то, что мы договорились с ними, что они будут заряжать только 1 раз в сутки. А так как модели телефонов не новые, то держали заряд они не сильно долго. То есть они поиграли, заряд закончился и все, отложили. Потом я прочитала очень много книг, психологов, психиатров, доктора Курпатова в том числе, и Людмилу Петрановскую. И после этого я предложила сыну посмотреть вместе ролики про цифровой детокс и как влияет на нас гаджеты. И весь январь мы провели без гаджетов вовсе. Мы отложили их телефоны, спрятали и наблюдали, как они проводят свой досуг без телефонов, без интернетов. Интернетом мы пользовались исключительно для нашей домашней школы и за исключением парочки новогодних фильмов «Каникулы», которые у нас сбились до 3 января, только потому что с 3 января папа наш вышел на работу. Нет, не можешь. Потому что сзади стоит королева. Сиги. Обязательно сертакында. Секес. Нету. Ну-ка. Нет, ничего нет. Та-дам! Это что? Расскажи про свой проект. Нет, это не проект. Это просто Изобретение. изобретение Фортуна счастья. Ты как дороги? Она ты. Ты как дороги? Кто это дороги? Что там написано и нарисовано? Ты там выбираешь, например, доктор Ориан. Чем ты хочешь заниматься? Футбол. Барабан, деньги. Поле чудес келин көрдің алып. Поле чудес. Ладно. Программа бар. Это что, время Это же? грин бар, крутит барабан и что тебе выпало? Сколько очков? Целовашки. Это устройство включает моторчик. Проводом приходит электричество, электричество крутит, и эту шестеренку тоже. А к этой шестеренке что прикреплено? Этой шестеренке прикреплено палка. Указательный. Да, указатель. А вот это что? А в указателе есть указатель, который крутит так. Тут стрелки, да? А что вот здесь должно быть? О, просто. Прикольно. Почему? Просто. Я сначала беру розовое,
а потом держу их в пальчик. А потом беру белое, чтобы не упало, я взяла свое розовое в пальчик, потом опускаю их вниз. Молодец. Арчим сделал матамолию. А? Арчим сделал матамолию. Матамолию? Я хотела сказать монополию. Так, Роналду. Ну-ка расскажи. Так, здесь все просто. Не очень. Он бодлағына хәп. Начало. Балаларға китанча беремен. Оны камаллар хәп көбей баран. Оны түстәхтеріне атылықтарын хәп, атылықтарын хәп. Оны атыластақтарына бодлағына мәнік тоқ бар. Бұл контракт. С одним контрактом 100 рублей. С двумя контрактами 200 рублей и не купил. Атымшындырын класстарына жабылмады. Полетардықта. Онда бұл тоқтары? Бұл боллағына командалар. Тоқтары беребен. Жанарға беребен өнер. Кендер командары болалар. Анық. Анна боллағына тоқ балар. Бұл. Команда. Это буду авторы корпорации. Корпорация отдых. Кем аттара. Анюта. Анюр. Баллиста аттара. Москва, Меда. Самара демолланы. Бұл Олимпийские игры валыпта. Олымна ем болам. Уллаққана, короче, Самараға түбестіқтеріне әнеқа 200 берелер. Россия Nike вам предложили рекламную кампанию. Получите сколько-то немного. Это будет генераторы? Это да. Хайларим был? Мне доктор. Можно купить этих игроков? Бұл алараты ғырсы на урулайдыр. Оны олан сухой матч. Ничего. Сухой матчтен 0-0. Просто Тюрма. Тюрма. Инсинье. Бұл олан Италия. Это в Казани, в Италии. Это билбепин. Новое платье, да? А где они? Что, ложи? Она таким это. Настя. Тухтыне он нас рады. Получите 100. Молодец! Ну и теперь мои наблюдения. Если раньше они были, раздражались из-за мелочей, какими-то нетерпеливыми были, то сейчас они стали намного спокойнее, придумывают игры на ходу. Обычно Эрчин генерирует идеи, а сестренка за ней повторяет. Кроме того, мы вспомнили очень много игр, где потребуется только бумага и ручка. Также мы достали все свои настолки, которые с собой привезли и которые нам подарили здесь. Встряхнули пыль, и почти каждый день мы играли в настольные игры. А также у них расширился круг интересов. У сына, например, это география, история музыки и футбола. У дочки, оказывается, очень большой интерес к рукоделию. Она у меня одним утром я проснулась и обнаружила дочку за бисером, а сына за книгой. Это было идеальное утро, и я в тот день чуть не прослезилась. Как признается Эрчин, тяжело было только первые пару дней, а
потом уже скучающий мозг начинает видеть интересное везде. Ну а самое главное — это свой пример. Волшебства не случится, если вы будете говорить детям, чтобы они отложили телефоны, а сами будете листать бесконечно Facebook или Instagram. Ну и каждый раз, когда вы берете свой телефон в руки, стоит напоминать себе, что дети растут очень быстро, и пройденные игры в виртуальных играх они вряд ли будут вспоминать, а общие семейные настольные игры или даже подушечные бои будут они вспоминать с теплотой и радостью. Очень многие психологи говорят, что ничто так не развивает, как свободное время. Подумайте только, сколько изобретений было придумано, когда не было интернета, сколько шедевров в искусстве, сколько, не знаю даже, ну, все, что придумано до нас, это было в отсутствии интернета. Поэтому нам есть куда стремиться.